Доброго дня, ребята. Вот решил передохнуть. И видео это направить ребятам, которые только вот хотят заниматься или желают заниматься. Вот. В данный момент я хочу, ребята, вам рассказать про такую мишень. Мишень, которая тренирует стрелка. Да, как вы правильно узнали, это у нас заяц. Почему он называется заяц? Потому что его исполнение напоминает, ну, когда он бежит, крутится, да, тарелка, по земле катится, она напоминает зайца. И организаторы иногда ложат на полы дорожку, которая может иметь такой бугорок, чтобы мишень подскакивала и полностью имитировала прямо зайца. Вот. Эта мишень, она довольно-таки, как называют сильные стрелки в Европе, самая такая сложная мишень. Вот. В частности, я слышал про, как Джордж Дигвид говорил, что это сложная мишень. Почему? Потому что ее нельзя предугадать. Она не будет лететь по заданной траектории, да? Мишень будет всегда скакать хаотично, подпрыгивать на каком-нибудь камушке. Вот. И стрелок просто должен работать, когда смотрит на эту мишень. Сама мишень по себе крупная, есть еще меньше, мини, миди. Вот. Прямо я так не знаю в дюймах сколько чего, но больше 10 сантиметров. Вот. Такое толстое ребро. Вот когда она скачет, она специально, видите, не ломается. Специально создано так, чтобы мишень не рассыпалась по пути. Видите, вот уже есть какие-то. Вот я подобрал их на площадке. Вот сколыши такие. Вот. Настройщики полетов могут по-разному задать эту мишень. Они могут задать ее слева направо, справа налево, да? Справа налево, слева направо. Потом можно имитировать, чтобы, допустим, когда она вылетает, она прямо и вылетает с машинки, а потом только опускается. Можно имитировать, я видел по видео, как у американцев такая мишень, она стукается от батут такого амортизирующий, да, сетка, и не ломается под своим вот таким вот прочным, таким вот этим вот, видите, вот армирование такое у него есть, ребра такие, тук, вскакивает, и это тоже создает такую интересную такую картину. Вот. С этой мишени можно еще, ребята, сделать имитацию жабы. Кидали же блинчики, да, по воде в озере. Вот, точно так же вот некоторые организаторы делают так, что, видите, у него он плоский получается, сам по себе не имеет впадины, как другие мишени, да, как парашюты, которые вот так вот, как парашюты, которые летят так медленно, понимаете, да, рассекая воздух. А эта мишень, она такая, довольно-таки такая, некомфортная, ребята. Вот, ее еще можно использовать, в частности, бату. Бату это называется, когда вот такая мишень, как я до этого вам сказал, что она вылетает либо черной стороной, либо оранжевой стороной, да. И представляете, вот эта вот мишень, она когда взлетает, еще более-менее ладно, да, а когда она летит вниз, какая скорость, да, приобретается. Вот. Мы никогда не измеряем скорости. Стрелки обычно никогда не говорят там 40 км в час, или там 50 или 30. То же самое, что как и по черку. Собственно, вот эта вот стрельба по мишеням, она очень сильно напоминает, ребята. Для меня, вот по мне, например, это то же самое, что охота. Что заяц ты стреляешь, что черка стреляешь, что гусь летит.
Поэтому в самом начале у меня была как это такой вот, ну, разрыв, да, идей, связано с тем, что, а в чем разница, например, приклада вот охотничьего и спортивного? Да ни в чем, ребят. Просто отличие в том, что спортивный приклад, он более-менее заморочен. У него прямо там все прямо миллиметры. Все подогнано так, чтобы человек просто оставался самим собой. А охотничий, он просто, ну, как говорится, ручка от топора, там, в одежде в теплой, вложился и пошел стрелять зимой и весной, в любое время года. Но мое мнение по охотничьим ружьям, чтобы, конечно, в любом случае надо, чтобы приклад совпадал, ребята. Вот. Но и можно так стрелять, приноровиться. Так что вот такие вот данные, ребята, по поводу вот такой мишени, называемой заяц. До скорых встреч!